Да. Так, ну, девочки, смотрите, Арслан Бамбаевич, мой дядька, да, как вы уже поняли, но тем не менее, ну, коротко хотел немножко о нем зачитать, да. То есть Арслан Бамбаевич живет, проживает в Калмыкии, в Элисте, творческий человек. Его первые публикации уже были датированы 1980 годом, появились в газетах «Комсомолец Калмыкии» и «Калмыцкий университет». Работал редактором, главным редактором Калмыцкой государственной телекомпании, корреспондентом газеты «Деловая Москва» и спецкором государственной телекомпании телевидения Юго-Запада Москвы. Главным редактором телекомпании «Станцак», потом Центр по развитию калмыцкого языка, автор многих телевизионных передач на калмыцком и на русских языках, документальных фильмов, в том числе Петр Чункушов, Эрни Одн, первый документальный фильм о герое Советского Союза Эрни Деликове, о генерале Городовикове в 2010 году, преданные солдаты Широклага, узника Широкостроя НКВД, да, в 2013 году был снят фильм, Халимгут Уралан, первый документальный фильм 2017 года, короткометражные художественные фильмы Дярке, Тара и другие. Автор-составитель книг «Живая легенда» о ветеране педагогического труда Калмыкии Немне Харане Каваевой. Далее. Автор первого детского мюзикла на калмыцком языке «Акнарн», постановка Петра Надбитова, автор пьес, поэм, стихотворений и песен на калмыцком и русских языках, награжден благодарностью президента Республики Калмыкия, почетно-грамотный представитель ВГТРК, лауреат премии Республика Калмыкия Намто Ачиров, номинации за вклад в развитие Республики СМИ и Республиканской премии Олнатоля, инициатор и организатор Общественного совета по развитию калмыцкого языка при главе Республики Калмыкия Федерации стрельбы из лука Республики Калмыкия, председатель общественной организации «Солдаты Широклага». Также Арслан Бамбаевич является активным гражданином, как сказать, с гражданской ответственностью, да? Вот, поэтому... Но больше, наверное, все-таки так, как у нас категория девушки из разных стран. Вот, наверное, я не знаю, может быть, вначале, может быть, так как нас сейчас не так много, немного представимся, кто откуда, да, по чуть-чуть, а потом уже, Арслан, можете просто о себе рассказать. Ну, больше, наверное, будет интересовать творческая ваша сторона, да? Хорошо, хорошо. Okay. Так, у нас, значит, здесь девочки. Ну, я Словакия, понятно, Джемма у нас... Венгрия, если можно чуть-чуть, Джемма, тебе слово. Не слышно? Мендет. Я из Будапешта, меня зовут Джемма. Спасибо, Джемма, Мендет. Лена? Меня зовут Лена, я из Северной Каролины, родом из Малых Дербет. Я помогаю администрировать группу «Калмычки за рубежом». В общем, сейчас записываю вас всех тут. Ага, уже рекорд ты нажала, да? Окей. Хорошо. Хорошо. Так, еще вижу девчонок, они как бы здесь присутствуют, но без видео, да? Не знаю, хотят, не хотят, покажутся, не покажут. Можно и без видео, в принципе. Мендут. Сказать. Светлана с Греции. Мендут. А это откуда у нас землячки? Я с Греции. Вы там, да? Все, отлично, хорошо. У нас, в общем, там весь мир, короче, здесь присутствует. Да, да, по всему земному шару. Калмыцкий мир. Ага, Бульдяна, да. В Германии. Только что была. Да, Геляна здесь из Германии была, потом Геляна есть из... так, откуда? Амстердам. Чао. Хорошо. Вот Оксана, Италия, присоединилась. Бонджорно. Buonasera. Buonasera. Мендут. Хорошо. Вот, ну, не знаю, дядя Арслан, если можешь что-нибудь о своем творчестве. Кстати, я сейчас вспомнила, мы когда были на встрече «Калмычек за рубежом», где мы были, на Сицилии, кажется, да, и у нас девочка одна услышала вашу песню «Геляна» в русском варианте. В исполнении. И она говорит, кто поет, скажите, я хочу эту песню. Говорит, я как-то давно в Калмыкии ехала в такси, услышала, вот, и прям так давно искала, не могла найти.
Ну вот я потом нашла, естественно, и скинула. Ага, отлично. Автор песни. Ну что, тогда начнем наше общение. Я хочу сразу же, пользуясь случаем, от имени от себя лично и от всех мужчин Калмыкии, калмыков, поздравить наших любимых, красивых красавиц калмычек за рубежом с праздником замечательным, Международным женским днем 8 марта. Вообще я планировал даже, знаете, девчата, с вами вместе попеть, поскольку у нас сегодня праздничное такое мероприятие, а праздник, наверное, самый нежный, самый красивый праздник – это День женщины. И, конечно, по ходу, я думаю, несколько песен мы должны все-таки спеть. Это само собой, потому что я люблю петь, всю жизнь пою, с детства любил петь. Сначала, ну да, всегда вот с детства я помню, любил петь, потому что у нас семья была музыкальная, Валя знает прекрасно об этом. Мы всегда, ни одно наше семейное торжество без песен никогда не обходилось и не обходится без танцев. И вообще, потом я начал сам писать песни. И сам, и в соавторстве со своим младшим братом Шургой Санджиевым. И вот та песня Геляна, о которой речь пошла, это тоже одна из моих песен, она стала известной. Сам Шурга пел ее, это слова, музыка мои. Шурга в начале 90-х спел ее, потом Циден Канаев пел, потом уже на русский язык я перевел текст, и Мерген Ким пел. Видимо, вот эта версия была услышана. Вот. Если на русском языке, это значит поет Мерген Ким. Тоже наш знаменитый певец, прекрасный певец. Я хотел сказать коротко, дополнить тому, что, Валя, спасибо тебе вот так в сжатом виде, но, в общем, самое главное сказал о моем, скажем, творческом пути. Я хотел бы добавить, что я действительно профессиональный журналист. Так получилось, что я, хотя по образованию у меня вообще диплом, извиняюсь за нескромность, с отличием культуролога, Московский институт истории и культуры закончил, хотя до этого учился у нас в Калмыцком университете, на физико-математическом факультете, потом на филологическом, но я там не завершил учебу, потом так довелось, что я работал в Москве, и там уже завершил учебу, получил диплом культуролога, но я просто так слегка смущаясь, говорю о том, что я с красным дипломом, потому что вижу племянницу Валю, которая 4-5 красных дипломов имеет, и поэтому я так слегка. А вот творчеством я начал заниматься еще будучи студентом Калмыцкого университета, начал печататься, вот, как Валя говорила, в наших журналах, газетах, и потом и песни писал, потом на телевидении шел, много там передач на калмыцком, на русском языках сделал, телеочерков, значит, теле каких-то, потом документальных фильмов, и даже до художественного фильма дошли, короткометражного. Вот я хотел бы коротко в 2 словах буквально сказать об этой части, наверное, вот это самая яркая часть, потому что всегда есть реакция людей, всегда есть реакция зала. Обычно, когда мы фильмы делаем, документальные фильмы, в основном я делал эти фильмы документальные вместе со своим другом, коллегой Батром Юрьевичем Батутимиром. Он выступал всегда как оператор, и как режиссер монтажа, и как звукорежиссер. Я выступал там в других ипостасях, как автор сценария, как там продюсер и так далее. Как режиссер, постановщик, как музыкальный редактор. В общем, такие роли у нас были. И там много чего было сделано. И эти фильмы, они ушли, как говорится, в народ. И сейчас на YouTube канале есть эти фильмы. Там просмотров достаточно много. И вот это, когда эти фильмы делаешь, всегда подразумевается общественный просмотр, показ, презентация. Как бы на суд людей выносишь. И всегда это очень важна реакция зала, реакция публики, зрителей. Вот так было, например, с фильмом об Асане Бадминовиче Гордовикове. В 2010 году мы это сделали, большой был проект. Генерал Гордовиков, мастер прорыва. Проехали всю Россию от Калининграда до Уссурийска. Там, где он воевал, где он там был, как говорится, на виду. Потом, конечно, в Калмыкии и других местах, в Москве. И этот фильм, конечно же, был просмотрен в Калмыкии. Хотя его поначалу даже запрещали, у нас и такое было. Потому что власть, тогдашняя власть хотела видеть себя. Ну так, все равно фильм пошел, и сейчас он большие просмотры, там почти что 200 тысяч просмотров на YouTube для нашего калмыцкого фильма документального. Я думаю, это большое число. И число растет с каждым годом. А делали мы с ним тоже фильм про Широклаг, преданные солдаты Широклага. Вот я когда бываю, значит,
на встречах со школьниками или, скажем, со студентами, с молодежью, я всегда задаю им некоторые вопросы перед тем, как показывать фильмы свои. Я им всегда задаю некоторые вопросы. Я говорю, скажите, пожалуйста, кто знает, кто такая Тамара Хохлынова? Скажите, пожалуйста, кто знает, кто такой Горя Хохолов, Горя Бадмаевич Хохолов? Или что, скажите, пожалуйста, что такое Широклак и так далее. Такие простые вопросы. И, как правило, к сожалению большому, в ответ тишина. Знаете, вот нынешнее поколение школьников, они практически не знают, кто такая Тамара Хохлынова. И они не знают, кто такой Горя Бадмаевич Хохолов. Это калмык, снайпер, участник обороны защиты дома Павлова. Там целая история была большая. Значит, или что такое Широклак, тоже не знает, хотя их, наверное, близкие родственники, их предки, значит, прадеды были узниками этого советского концлагеря, которых тысячи людей обманным путем под предлогом создания национальной дивизии отправили на Урал, в тыл, и попали в несоветский концлагерь, строили первую на Урале электростанцию, которая до сих пор работает. И вот мы об этом тоже сделали большой документальный фильм, были там на месте. И когда вот задаешь вопросы, не знают, а потом показываешь вот эти фильмы уже, и после этого уже просмотра, там где-то фильмы длится, например, там, минут 15, 20, или полчаса, или час. После этого потом, конечно, когда они просмотрят, никаких вопросов нет. Вот молодежь, к сожалению, сейчас, видимо, меньше читает, чем раньше, но зато они больше смотрят, зато больше они в интернете или там на каких-то других площадках, и визуально все это видят, но информация доходит, и уже вопрос отлетает. Я хочу сказать, что это очень важно. Надо, конечно, коммуникация, надо современные технологии использовать. И для того, чтобы молодежь наша знала свою историю, чтобы знала свои корни, истоки. А это им надо, это каждому человеку надо, независимо от профессии, от возраста. Мне кажется, каждому человеку это надо знать, чтобы увереннее чувствовать себя в жизни, чтобы прочнее стоять на ногах. Потому что очень важно, и особенно в современном мире, очень важно не потеряться, не растеряться, а стоять твердо на ногах. И вот эту опору дает именно знание истории своего народа, в первую очередь. Истории своей страны, ну и так далее. Поэтому у нас у калмыков очень богатая, очень яркая, она и трагическая, и героическая одновременно история. Нам, которые стыдиться ни в коем случае нельзя, а наоборот, надо этим гордиться, надо это знать, и это дает силы всем. Вот мне некоторые говорили, молодые женщины, учителя, там, значит, с которыми я общался по работе общественной, они говорили даже так, что вот одна женщина меня, помню, удивила, она говорит, молодая учительница, она говорит, у меня была температура высокая, я болела, надо было что-то там, работу какую-то делать, но температура болела. А посмотрела фильм про Басана Бадминовича Гордоюкова, прям встала, говорит, у меня там сразу все отлетело, говорит, и она прям, говорит, забыла про эту болезнь, встала, начала работать. И так. Вот такое впечатление, да, вот, то есть влияние такое сильное вот, личности, таких много у нас личностей в нашей истории. Так что работы очень много. Сори, можно перебью, пользуясь моментом? Да, конечно. Да, мы же заговорили вы сказали за то, что вот есть эти фильмы, они есть на YouTube, да? Да, вот фильм про Басана Бадминовича Гордоюкова, который называется «Генерал Гордоюков. Мастер прорыва», он, значит, есть на YouTube уже давно. В том году, еще в 2010 мы его поместили сразу после презентации. Можно посмотреть. Там где-то, по-моему, уже под 200 тысяч, что ли, было просмотров. Вы ссылочку мне скиньте, а я... Да, обязательно. Все, а там очень просто. На YouTube заходите, канал, название забиваете, и сразу этот фильм появляется. И то же самое «Солдаты Широклага», там еще что-то, там другие какие-то фильмы. Вот фильм про Басана Бадминовича Гордоюкова и про Широклага, они очень большие, где-то час, минут 10, что ли, 6. И недавно, вот в прошлом году, что ли, вот этот фильм про Басана Бадминовича Гордоюкова вместе с другими некоторыми нашими фильмами калмыцкими показывали на Тайване, на международном кинофестивале. Они полностью, китайцы, перевели на китайский язык этот фильм про Басана Бадминовича. В общем, там он смотрелся. В общем, он существует также и на китайском языке. Можно сделать, может быть, субтитры потом и на английском языке, чтобы больше людей знало, видело наших за рубежом. Ну, может быть, вместе с организацией вашей мы это и сделаем, да. Может быть. Значит, пользуясь случаем, кстати, Валя, пока я не забыл, да, я хочу сказать, доложить нашим землячкам, нашим красавицам,
нашим калмычкам за рубежом, поскольку вы все, я считаю, это патриоты нашего народа, несмотря на то, что вы находитесь далеко от родины, но вы все равно присутствуете, ваш дух здесь, ваши мысли здесь, значит, ваше сердце здесь, на родной земле, потому что вот именно это, я так считаю, что это именно вас заставляет это объединиться, искать друг друга, искать связи с родиной, и меня вот именно это заставляет тоже присоединиться к вам, быть сегодня вместе с вами. И вот я хочу сказать, что у нас в Элисте жизнь все-таки калмыки не останавливается, не бурлит, несмотря на то, что это ковидные сети, пандемия, прочее, все равно культурная жизнь, научная жизнь у нас очень так активно идет. Я вчера был, вот, меня пригласили, вместе с другом мы ездили, значит, торгового, точно это Уралан, там есть такой центр у нас возле вот, кинотеатр Родины, там очень хорошие залы, там есть и выставки разные идут художественные. Вот я был вчера на выставке у Басана Александровича Захарова, известный наш общественник, идеолог. Вот он открыл музей, он, собственно, у него был в Сити-Чес, потом вот переехал туда, зал очень хороший, большой. Там, ну, в общем-то, он выставляет тоже в интернете это, свои дела. Очень интересные у него там экспозиции. Я думаю, что было бы замечательно, Валя, если вы бы пригласили бы Басана Александровича Захарова на одну из встреч с вами. Это было бы очень интересное общение, я думаю. И вообще, конечно, может быть, если ваша организация, вот, ну, поскольку у вас народ, как говорится, патриотичный и очень такой креативный, я бы, например, предложил бы вам вот как-то вот, чтобы поддержать какие-то наши национальные проекты, вот человека этого Басана Александровича Захарова иметь в виду, потому что он реально занимается очень интересным делом, просветительским, культурным делом, который, я думаю, близок каждому человеку нормальному, да, образованному, современному человеку. И, во-первых, у него очень много перспективных таких проектов, очень много серьезных уже наработок. Не обязательно пригласить его на встречу. Я думаю, вы можете ему даже поддержать очень серьезно в том плане, что ему дать как бы второе дыхание, чтобы он на новый международный уровень вышел благодаря вам. Вот подумайте об этом, пожалуйста, очень серьезно. Теперь, значит, дальше. Да, хорошо, мы, конечно, это подумаем. Подумайте, обсудите, да. Попозже зайдет Полина, наш главный организатор, да? Они, наверное, знакомы, скорее всего, да. Они, скорее всего, знакомы. Я не знаю, но она больше в любом случае как бы знает. Я просто хотела сказать, что у нас уже были зумы с некоторыми нашими калмыцкими творческими людьми, вот, недавно, поэтому, в принципе, уже как-то, вот, я думаю, немножко какое-то шевеление там идет. Ну, надо, потому что я считаю, что сейчас время пришло такое, что необходимы действия. Вот слова хорошо, как говорится, а действия нужны в том плане, что сейчас время хорошее в том плане, что помогает людям, несмотря даже на удаленность, общаться, вместе двигаться в одном направлении, делать участвовать в каких-то совместных проектах, культурных, научных, которые объединяют народ, которые поднимают людей, которые вот нацелены в будущее. Это очень важно. Для того, чтобы сейчас, знаете, всякие настроения в обществе бывают. Кто-то там духом падает, кто-то тормознул, кто-то идет вперед. И всегда важен пример, как и в любое время. Вот у нас такие примеры есть хорошие, которые вот подтягивают, заставляют людей подтягиваться и как бы вдохновляют их, и двигаются люди дальше. Это очень важно. У меня есть тоже интересные свои проекты, как бы национального масштаба. Я тоже планирую. Вот, недавно вот буквально меня пригласили на заседание. У нас будет 80-летие дивизии калмыцкой, 110-летие калмыцкой отдельной кавалерийской дивизии. И, значит, это будет у нас 13 ноября праздноваться. И вот такой большой разговор у нас начинается. И будет у нас памятник устанавливаться в Элисте. И много других проектов будут обсуждать. В общем, движение идет. И вы тоже, я хочу сказать, тут, пользуясь случаем, вы тоже не оставайтесь в стороне, участвуйте в этих проектах. Потому что эти проекты, они общенациональные. Каждый человек вот, может принять в этом участие, потому что каждый имеет к этому отношение. Это наша общая история. Вот если так говорить по некоторым проектам, вот я хотел бы, пользуясь случаем, заострить внимание на этом. А вообще я хотел бы сказать, что сегодняшняя наша встреча, наверное, не зря происходит. Канун Международного женского праздника 8 марта. Кто-то сейчас, если подключился позже, я еще раз поздравляю и готов поздравлять в течение всего нашего общения.
я хочу сказать, что вот Валя уже говорила, что вот у нас песня есть Геляна, это, значит, да, эта песня уже как бы, ну, с историей, она уже почти что 30 лет этой песни, как она была написана. Может быть, да. Это было в начале 90-х, что ли, года. И вот, или конец даже 80-х. И вот у меня есть несколько песен, которые мы написали вместе с моим младшим братом Шурганом, и которые некоторые песни я сам написал, и они посвящены нашим женщинам. Вот называется одна песня, вот то, что мы говорили, Геляна, другая есть песня Байырта, она еще более, наверное, даже известнее. Это слова мои, а музыка Шургана Санджиева. И он сам пел, потом Ден Каная начал эту песню. Ну, вообще она ушла в народ, ее поют обычно на свадьбах, называют ее по-разному, то Эльзета, то еще как-то. А называется она Байырта и была посвящена конкретным лицам. Это наша тоже племянница, 2 племянницы у меня есть, которые зовут Байырта. Вот Валина, старшая сестра родная Байырта, Миргальчева Байырта Николаевна, и еще одна сестра есть, двоюродная, значит, Сарангова Байырта Немяйна. Мы как бы с младшим братом, когда они еще были девушками, незамужними, мы написали эти песни. Ну, песню написали Байырта. Ну и она как бы ушла в народ. Вот. Люди эти на свадьбе, как я говорю, уже поют, там легенды всякие, там авторов находят других. И интересные такие истории рассказывают. Да, я слышала, если можно, да? Да, конечно. Байырта же поехала на свадьбу. Ага. Помню, в какой район в Калмыкии. Ага. И им говорят, вот мы хотим вам спеть нашу калмыцкую народную песню. Написал ее старец, которого была одна единственная дочка, жена умерла, он ее, дочку эту, растил, и все, он теперь старый стал, девочку выдают свою замуж, и что он вроде как ослеп даже, что-то такое, и за ночь написал песню. И они как запели, и Байырта как... Эту песню я слышала и далеко. Там легенды удивительные есть, да? Вот я сейчас чуть-чуть напою эту песню хорошо, я включил специально минусовку. Давайте, да. Всех поздравляю, наша красавица, 8 марта, спою для вас эту песню. А вот тоже подпевайте, может кто-то знает. Дудык солуды, дулан газыр хәдни сәне. Дурянек сымбайта, дурта күганда хадыйоя. Үзәтә мука, Эгумлюгайович, Отсынғазырта, Однбойдювич, Эгумлюгайович, Отсынғазырта, Однбойдювич. Ну и так далее. В общем, может быть, и дедушка написал. Нет, дедушка. Вы тогда далеко не дедушка были. Вот такие дела, да. Удивительно, да, эти песни уходят в народ, живут своей жизнью, обрастают своими историями. Как слышишь, и удивляюсь. И действительно, иной раз думаешь, может, действительно, это не мы написали, кто-то другой написал. Дедушка написал. Да, я думаю, если дедушка 80-летний выдавал замуж свою дочку, сколько лет было дочке тогда? Да, главное, вот интересная, красивая легенда. И мне потом, когда сказали, я говорю, не надо, пусть люди говорят, не опровергайте эти легенды, особенно публично. Пусть каждый радуется, да, каждый считает свое, там, добавляет. Да Бога ради, не жалко. Эта песня уже нам не принадлежит, она стала, как народ ушла, стала народом. И как говорит мой друг, доктор филологических наук, философских наук Базар Александрович Бичеев, кстати, тоже можете его пригласить, очень интересная личность. Он говорит, что эта песня стала ритуальной. На свадьбе поют. Вот нет у нас. Раньше же были другие песни, а вот как бы современные песни на свадьбу. Ну вот эту песню поют, особенно когда девушек провожают, вернее. Вот такие дела. Значит, есть песня, вот Геляна говорили, да, вот есть песня, значит,
Ну, у нас в Калмыкии вообще много песен традиционно, когда называют именем девушки, очень много известных песен. Ну, та же Деляш, Нюдля, там, Цаганды. В общем, очень много песен у нас в Калмыкии появилось еще до войны, позже, когда традиционно именами девушек женщин называли песни, и они стали любимыми, они ушли в народ. То есть это такая традиция у нас. Это, я не знаю, вот, например, в русском, значит, фольклоре или, скажем, тоже есть песни, там же Катерина, допустим, но названий вот женских, по-моему, очень мало там. Там песни неизвестные бывают, но вот Катюшу можно назвать, да, еще какую-то песню. А в калмыцком песенном фольклоре вообще эстрадных даже песен очень много именно с названием женщин. Это отличительная черта вот наших калмыцких песен. Вот, кстати, я сегодня на Фейсбуке написал, там пост один сделал, и, значит, ну, вот прям сейчас зачитаю, вот, перед компьютером сейчас сижу, вот, я написал так, 7 часов назад. У какого еще народа самая любимая, самая популярная и самая известная песня – это песня, посвященная матери? Вопрос. У калмыков есть такая песня, которая самая любимая, самая популярная и самая известная. Это песня «Иедин Дун», песня о матери. И этим все сказано. Кстати, вот это я когда... Ну, эта песня стала очень популярной, любимой еще давно, конечно, сразу, на родине она сразу начала жить. А в исполнении Валентины Ильцарана, вот, которую мы называли «Степной жаворонок», вот она стала особенно популярной, любимой, вот, классическое, значит, исполнение Валентины Ильцарановой, народной нашей, значит, певицы Калмыкии и России. И вот сама Валентина Бадмина говорила, что эта песня раньше называлась вообще в народе «Юнчин Кёвинедун», то есть песня мальчика-сироты или парня-сироты, юноши-сироты. Вот так называлась. Но она, я, говорит, молодая девушка была после Сибири, когда приехали, ансамбль «Тюльпан» был, вот ее пригласили, и, говорит, мне, говорит, было как-то стыдно, говорит, песню, которая называлась «Юнчин Кёвинедун». Она же молодая девушка. Вот она, вот именно она называла «Иедин Дун». А в переводе как бы она стала известна на русский язык как песня о матери, да, мы говорим. Хотя «Иедин Дун» получается песня матери. Но смысл этот, тот, что сохранился, не исказился смысл. Действительно, это песня, посвященная маме, матери на калмыцком языке. И действительно, это самая популярная, самая любимая калмыцкая песня в народе калмыцком известная. И все ее поют, все знают во всех уголках. И вот это как раз-таки говорит об отношении, именно роли матери в нашем народе, в национальном сознании нашем. И вот как раз на 8 марта вот эта мысль очень своевременно звучит, что эта песня, да, она будет всегда звучать, конечно. Владимир Аконович Короев сделал ее по-другому, да? Она стала известна в мире уже, вот его исполнение, она как-то такая военная, боевая стала. Это песня воина уже о матери, не мальчика-сироты, а мужчины, воина о матери, да? А ну, суть остается все равно та же самая. Будь он мальчик-сирота, будь он воин, муж, который покорил полмира, да? А все равно отношение к матери самое нежное, самое чистое. Вот. Поэтому вот те, кто сегодня меня вот смотрит, в основном наши землячки, калмычки за рубежом называется ваша ассоциация. И, конечно же, вот каждая из вас тоже мама, каждая из вас тоже любит свою маму, сама мама. Многие, конечно же, уже, наверное, есть и эти. Так что вот наш народ калмыцкий давно уже сказал свое великое спасибо нашим женщинам вот этой песни. Вот теперь, значит, я тоже один пост сделал вот к дню 8 марта. И, значит, он касается наших женщин, которые в Великую Отечественную войну воевали на фронте как медики, как медицинские работники. У нас все мы знаем Тамару Фахлынову, которая была санинструктором в партизанском отряде, Наташу Кочаевскую, которая погибла, тоже санинструктор была в Калмыкии, вот, воевала под Хулхутой. А вообще у нас сотни и сотни медицинских работников, вот именно женщин, там мужчин, конечно, много было, но и женщин воевали, значит, в рядах Красной Армии, вот как медицинские сестры, как санинструкторы, и как врачи в военном госпитале, их имена очень известны у нас в республике, я 2-3 имени назову. Вот начальник госпиталя для тяжелораненых Буринова Абят Алдыновна, врач-терапевт военного госпиталя Алексеева Тута Даденовна, военный врач
Боголепова Августина Николаевна, военврач 3-го ранга, врач-хирург Донникова Евдокия Александровна, врач истребительного батальона Минкинова Мацак Сантировна, военный хирург Савченко Анастасия Игнатьевна, врач эвакогоспиталя Тимошкаева Бамбаш Ургучина. Вот Бамбаш Ургучина Тимошкаева, она была очень тоже известной личностью у нас в Калмыкии, известным врачом. Вот она наша родственница. Вот мой отец рассказывал, ну, мама рассказывала, что когда отец воевал наш и попал раненым в госпиталь, то он как раз к ней попал, к этой бомбе, значит, Шургучины Тимошкаевой. Она его вылечила, потом он опять уходил, когда на фронт, она ему подарила пистолет. Об этом вспоминаю, такая вот случайность, да, какие. Даже встречаются и на войне близкие родственники, казалось, вот несопоставимые вещи, да, вот мирная жизнь, война, но все равно вот люди находят друг друга, тянутся друг к другу, встречаются, и даже, вот, ну и после войны они тоже встречались. В общем, сотни имен наших калмыцких, это в книге, значит, есть такая брошюра «Участие медицинских работников в Калмыкии в Великой Отечественной войне», значит, в 2020 году, в прошлом году вышла, вот наши, значит, сотрудники Национальной библиотеки, и у нас есть такой очень общественный такой активист, заслуженный врач Калмыкии Балтыр Александр Петрович. Вот они вот сделали эту книгу, тоже очень хорошая такая получилась, значит, история в том плане, что память значит, не забыта об этих людях, то есть сохраняется память, и это очень правильно, верно. И я думаю, в других отраслях тоже, вот педагоги свое делают, тоже такую книгу сделали. Значит, другие отрасли, наверное, тоже будут заниматься, правильно вот, выстраивать такую линию памяти. И я думаю, что вот эту, я помню, что вот вы делали, когда 28 декабря, да, вот эти, скажем, ролики, да, памяти, это тоже очень важно, молодцы, я хочу вас поблагодарить, это было очень хорошо, здорово, это привлекло внимание, и вот эту линию надо продолжать. Если есть какие-то вопросы, я готов отвечать, просто чтобы не был монолог. Давайте. Да, как раз, да, я хотела сказать, да, просто хотела еще добавить про врачей. В нашей группе тоже есть девушки, которые работают врачами в разных странах, вот, и мы тоже, как бы, когда вот карантин начался, такой небольшую такую поддержку, ну, это внутри группы, мы им сделали, то есть, как бы, тоже они работают в разных странах, но вот есть такие девушки у нас тоже. Молодцы, да, конечно. Вообще, кстати, вот я, когда был в Москве и встречался, ну, и общался со своими, там у меня были и родственники, и друзья, в том числе и врачи, я хочу сказать, что наши калмыцкие специалисты, они высоко котируются вот, в Москве, допустим. И, причем разных специальностей, строители, там, милиционеры, эти сейчас полицейские, да, или там, скажем, врачи, медсестры, программисты, бухгалтеры, да, любые там, значит, специалисты, они на вес золота, потому что очень такие профессиональные, очень высокий профессиональный уровень. И, да и думаю, и за рубежом то же самое, наверное. Потому что наш вот, ну, черта нашего народа, видимо, такая, что вот, позволяет как-то конкурировать, что ли, очень успешно с другими и не отставали. Это очень хорошо, это здорово, да. Вот у меня есть там сыновья моих друзей, они в Штатах живут. Один парень доктором стал физико-математических наук в области нанотехнологий. Сам закончил московский физтех, потом сам поступил туда, в Лос-Анджелес, что ли, он учился там где-то. Закончил там и вот успешно работает в такой серьезной компании, да, вот, на самом острее вот, научной мысли и, значит, современных технологий. Вот такие примеры успешные есть у нас, это очень хорошо, это здорово. Я хочу просто об этом вспомнить. Почему? Потому что говорят, вот разное у нас в Калмыкии, точно, ну, что у нас республика распадается, лучшие умы уезжают, лучшие там самые такие активные уезжают, и что здесь у нас будет дальше, и что с нами будет, да? А я считаю, что это ничего такого страшного нету в этом, потому что мир глобализируется, мир меняется, мы тоже должны меняться в этом мире, но, значит, быть уверенными в себе, и вот благодаря современным технологиям это мы можем не отрываться, хотя находясь хоть где, и быть вместе, и это очень хорошо. И вот наше сегодняшнее общение как раз тому подтверждение, что мы рядом, правильно, да? Мы рядом. Валя? Хорошо, да.
Так, ну что, какие-то вопросы или предложения? Вопросы. Да. Или я запою, Будете молчать, запою. Еще раз запоете, а потом вопросы, девочки, подготавливайте. Хорошо? Ну, как руку. Ну, давайте, пока народ собирается с духом, с вопросами, а я буду тогда вас, значит, поздравлять музыкально, наших красавиц. Хорошо? Давайте вместе споем одну песню, которую мы все знаем. Это песня про наш любимый город. Хорошо? Сейчас, минутку. Так, микрофоны тогда, девочки, включайте, кто знает. Да, сейчас. Вы прямо не стесняйтесь, пойте, сейчас мы запоем. Даже если будут шумы, все равно будем петь. Да, ничего страшного. Музыка слышно, да? Слышно? Нет, минусовки не слыхать. Там песней, ковылями зори маня. Там, где в небе, надо мной орлы парят. Элиста, дочь калмыцких степей, город юности моей. Там почет воду рыбаку и чабану. Элиста, моя столица, прославляй трудом страну. Элиста, дочь калмыцких степей. Элиста, город юности моей. Сложно, тяжело, конечно, так петь, потому что пока идет... Ага. Моя столица. Прославляй трудом страну. Элиста, дочь калмыцких степей. Элиста, город юности моей. Элиста, дочь калмыцких степей. Элиста, город юности моей. Ну вот, побродили по Элисте. Да, хорошо, спасибо. Да, хорошо, продолжим. Что, какие вопросы, какие предложения? Так, смотрите, так, Лен, где? Давай, Лен, задашь вопрос? Я хотела спросить, эти фильмы и видео, если, ну, все, что перечислила Валя в вашей биографии, есть ли доступ широкой аудитории к ним, или это все в архивах на телевидении, или это уже оцифровано и где-то на YouTube есть, чтобы, ну, можно было посмотреть всем, кто заинтересован? Понял, спасибо, хорошо, отвечаю. Значит, эти фильмы, некоторые, не все, правда, но некоторые есть на YouTube канале уже давно. И, скажем, про Басана Бадминовича, про, значит, Широклак, потом про Гарю Бадмача Хохолова, кажется, который защитник дома Павлова. Еще какие-то фильмы есть на канале YouTube. Мы там еще потом тоже будем туда добавлять. Некоторые передачи, они есть в архиве телевидения калмыцкого. К сожалению, я не знаю, они вообще остались или нет, сохранились в архивах или нет. Потому что очень давно было. Например, был такой телеочерк Эрднин Одн на калмыцком языке о герое Советского Союза, первым из калмыков, который стал героем Советского Союза, Эрдни Деликове. Значит, в 95 году я еще был там у него на родине. Это Салун-Туктун, совхоз Деликова Сарпинского района. Значит, мы туда выезжали специально, сделали большой такой очерк. И он остался в архиве калмыцкого телевидения. Я тогда там работал. Это уже сколько лет прошло, очень много лет. Я не знаю, в каком состоянии. Тогда цифры не было. Мы делали тогда на пленках. И качество этих пленок было очень плохое, конечно. Я не знаю, тогда был большой дефицит еще в пленках. Ну, в 90-е годы, сами знаете, какое было положение. И обычно на эти пленки записывали другие тоже передачи или там и что-то. И многие такие хорошие, ценные, даже вот такие
передачи, очерки, фильмы, они не сохранились. Я точно не знаю, этот фильм сохранился или нет, но жалко будет, если он не сохранился, потому что там уникальный кадр есть в том плане, что там снимались, ну, в смысле, мы записывали ветераны Великой Отечественной войны, которые были вместе с Деликовым тогда, воевали вместе, прям были очевидцы событий, они со слезами на глазах вспоминали, рассказывали, потому что это были односельчане, вместе, даже родственники, они вместе ушли в армию, на фронт вместе попали, вместе вот воевали прямо на одном участке, вот они вспоминали те бои, рассказывали. Это уникальный случай, поэтому вот я не знаю. А некоторые, вот я уже говорил, есть там уже помещены, посмотрите обязательно. Я думаю, вот про Басана Бадминовича Гордыйкова надо посмотреть в первую очередь. Обязательно посмотрите. Это, я думаю, вам придаст очень много энергии и сил. Очень получился такой хороший фильм. Хорошо, ну и спасибо. по Калмыкии смотрят, да. Вот так, да, сказал бы. Про песни некоторые есть там, значит, помещены тоже, есть там видео какое-то, ролики какие-то, я точно не знаю что-то. У меня, к сожалению, так получается, по разным направлениям работаю, и все в одну кучу собрать очень сложно. Есть такой минус в этом деле, что когда много-много, за многими зайцами гонишься, сами знаете, результат какой бывает. Но все равно вот позволяет, современные технологии позволяют нам все равно вот это как-то транслировать. Уже гораздо легче, конечно, чем раньше было, скажем. Есть некоторые вот, книги, которые мне довелось написать. В основном они как публицистика, публицистические книги. Значит, есть там стихи, поэмы, там всякие разные песни. И на калмыцком, и на русском языках. Вот я хотел бы еще вспомнить телевизионный, вот один тоже проект, это фильм «Маэстро Петр Чанкушов». Это единственный фильм про нашего первого калмыцкого композитора Петра Чировича Чанкушова. Это был, конечно, уникальный вообще человек, большой человек, очень серьезный. Талант, гений, можно сказать, наш калмыцкий. И я помню, я почти что год его уговаривал, чтобы он согласился на то, чтобы мы сделали про него вот этот фильм документальный. Он долго не хотел, почему-то отказывался, его не устраивал уровень нашего калмыцкого телевидения, он говорил об этом, не стесняясь. Но потом все-таки я его уговорил, и мы сделали этот фильм. Снимали тоже долго, снимали, полгода, может год, в разных местах. И когда уже мы этот фильм сделали, мы как-то с ним встретились случайно в коридоре телевидения, он просто подошел, меня руку пожал, обнял, вот была его высокая оценка. Он был человек очень такой серьезный, строгий. Но вот для меня это была самая высшая оценка. Вот он мне подошел, руку пожал, обнял. Мы там с ним договаривались дальше еще кое-что сделать, но, к сожалению, он потом ушел из жизни недолго после этого. У меня очень остались светлые воспоминания о нем. Действительно, личность очень яркая, большая. И хорошо, что мы успели сделать этот фильм. Это единственный фильм, который у нас есть про Петра Чировича Чанкушова. Вот и таких других моментов тоже есть. Вот сейчас, если мы говорим про Широклад, сделали фильм, вот я успел несколько человек снять, 4, по-моему, человека у нас, ветераны, которые были в Широкладе, они рассказали, а теперь их уже живых нету, к сожалению, они ушли. Но это самые такие сильные, наверное, вот кадры фильма, где вот сами очевидцы, которые прошли через этот ужас, рассказывают об этом. Вот таких моментов очень много достаточно бывает, когда мы сталкиваемся в работе своей вот, телевизионной, документалистике, когда вот герои совершенно неожиданно появляются, и вот они сразу за собой тащат и вот, делают самое такое сильное, наверное, сторону таких проектов, как очевидцы, да. Вот такое дело, да. Хорошо, спасибо. Так, вопрос здесь есть у нас. Расскажите, пожалуйста, мне немного про Хакасию. Это уже ваше... Про Хакасию, да. Так, Про да. Хакасию, значит, да, это целая история была тоже неожиданная совершенно. Там, предысторию вы все прекрасно знаете, не буду об этом говорить. Там один маразматик старый вот выступил. Видимо, заказ это, я так понимаю, был. 100 лет ему нужна эта Калмыкия, где она находится, где Хакасия. И, короче, так получилось, что здесь был взрыв, понятно, у нас. И по всему миру взрыв был, и вы сами в этом участвовали. И как вот продолжение логическое, так получилось так, что наши депутаты решили, значит, выехать в Хакасию, там на место, поговорить на месте с этим товарищем.
И вообще с предложением наш парламент проявил единодушие в том, что вы сказали предложение, что его надо освободить от занимаемой должности, а не соответствие занимаемой должности. Вот такое заявление сделали единогласно. Вот поехали мы туда. По самому последнему моменту, за день, что ли, мне позвонили ребята и попросили поучаствовать в этом деле, тоже поехать. Я сразу, не задумываясь, согласился, потому что я воспринимаю это как личное дело. Во-первых, мои близкие родственники воевали во время Великой Отечественной войны. Мой отец был там, некоторые дяди погибли во время войны, кто-то без вести пропал. И вообще я темой Великой Отечественной войны занимаюсь очень плотно, много лет. Вот я же говорил вам про Эрни Деликова, про фильм, вернее, в 1995 году. Тогда еще я активно занимался этой темой, и я прекрасно как бы уже ориентируюсь в этой теме и преломляю не только через личное, но и через, скажем, творческое, да, вот начало. Поэтому я туда поехал, и мы там, я считаю, что мы, в общем, правильно сделали, что поехали туда, потому что мы тем самым выразили свою волю нашего народа, что мы не смолчим, мы, как это, страусы не будем прятать там песок голову, а мы пойдем туда, где, значит, задета наша честь, и чтобы мы высказали свою волю. Мы никого, конечно, там не собирались кому-то голову отрывать или еще что-то там делать. А мы просто поехали сказать свое решительное «нет». Вот так всегда должны мы поступать, когда кто-то откуда, независимо, там, большой начальник, маленький начальник или где-то, откуда-то, если там что-то говорят нехорошо про наш народ, про наших родителей, про наших предков, конечно, мы не должны молчать. Мы не имеем права молчать. Это вообще как бы предательство уже будет по отношению к своим предкам, своим родителям, к своему народу. Поэтому поехали, сказали, все цивилизованно было, все очень так в рамках. Если я там, в парламент даже, вот мы зашли благодаря местным людям, которые, значит, поддержали. Я сразу скажу, что народ, большинство, практически все отнеслись с пониманием, встретили очень хорошо, тепло. Даже нам удалось пройти в здание непосредственно парламента и уже там уже свою волю, как говорится, высказать, расставить все точки. И там, в Хакасии, когда мы прощались с местными, значит, людьми, которые нас встречали, вот даже, не сочтите за нескромность, но вот было такое, что вот когда прощались, там обнимались, целовались уже как друзья. Вот так сказали, что они говорят, вы, говорит, герои. Вот так говорят они. Калмыки, правда, говорят, это что-то псевдогерои. Ну, это ладно, свои. От своих можно хоть что терпеть. А те так говорят, вы, говорит, герои, вы, говорит, приехали, говорит, даже не знали, куда едете. И, говорит, никого у вас здесь, никто вас не знает, вы никого не знаете. Но вы приехали, почему? Вы как-то. Они же знают, что мы поехали за свой народ. Не там что-то там, какие-то дела делать или там какие-то там интересы свои, да. Просто вот народное дело, все, поехали. Сказали свое слово, достойно, все нормально, цивильно. Там очень много было СМИ, очень много было местных СМИ. Меня это удивило. Что были оппозиционных у них много СМИ. И официальные СМИ тоже были. Интересно. Вот. И они все это транслировали, печатали, все, там много чего было. И мне удалось встретиться, с нами был доктор исторических наук Уташ Ачиров. И вот мы с ним вместе были вдвоем в институте, научно-исследовательском институте, значит, встречались с коллективом, нас очень хорошо там встретили, очень долго, часа 2-3 мы с ними общались, очень интересно пообщались, какие-то нашли точки взаимопонимания, значит, договорились на будущее сотрудничать, подарили книги, и, в общем, там они действительно с пониманием, и ученый народ, самый грамотный, образованный, тоже отнеслись с большим пониманием, встретили как братьев. И там в селе были, в администрации районном, в сельском музее были, там калмыков где-то 1200 с лишним, что ли, было во время депортации. Очень хорошую память оставили себе наши там предки, наши родители. Значит, были люди, калмыки, которые в период депортации получили, там 2 человека получили ордена Ленина, самые высшие награды Советского Союза в то время. Ордена Трудового Красного Знамени, знак почета. Даже больше получили, наверное, в Хакасии, чем в любом другом регионе, вот высшие награды наши земляки.
И до сих пор там живут земляки наши. Вот заслуженный врач Хакасии один там был. Ну, современно, как бы он после института приехал туда. И, значит, были калмыки, которые занимали руководящие должности там в районе, там, где мы были. В общем, память хорошая. И, вот, и народ, вот, местные жители хорошо отзываются. Да. Так что там все нормально, все отлично. Там нету никакой враждебности, никакого там настроя. И вот даже вот это выступление, которое там, она резонанс такой не вызвала, там негативный по отношению к нам, скажем, или к народу. Нет. Это просто вот там как бы один такой, который вот, паршивая овца, там говорится. Да? Но вот, нам удалось, мне кажется, вот миссию выполнить, и мы во всяком случае, те, кто там был, и вообще те, кто следил, наверное, за этим, там все прекрасно все видели своими глазами, убедились, да, и никаких вопросов, никаких нету сомнений. Вот, мне кажется, вот на это можно поставить точку. Хотя там наши хотят, добиваются, чтобы вот этого друга, этого старика работы выгнать, под суд и прочее. Это тоже правильно, конечно, но я думаю, что есть такая калмыцкая пословица хорошая, Давид Никитич Кугультинов вспоминал эту пословицу. Значит, ноха шархан доллага таргал дуга. То есть собака, лежащая свои раны, от этого не жиреет. А надо уходить вперед, надо идти вперед. Надо брать, даже вот из негатива надо вытаскивать что-то такое положительное. Вот из этой истории мы сделали для себя какой положительный такой момент. Это то, что отношения хакасского народа и вообще жителей Хакасии, там хакасов мало, в основном большинство русских, они нормальные люди, они к нам нормально относятся, и все, никаких проблем, надо двигаться дальше. То есть сильно заострять внимание как бы на этом, на какой-то этой обиде все время строить не надо. Вот мы сказали, сделали все, здесь в Элисте выступили толпой, приехали и даже там на месте в парламенте сказали, нет, все, до свидания этого друга. И свою миссию, как бы, на этом мы завершили, все, надо идти дальше. Стопорить на этом не надо. Люди, которые это задумывают, они так и, наверное, хотят, чтобы мы там буксовали на этом месте, все, с повинной головой или с какой-то еще головой вокруг, как лошади по кругу там ходили. А надо идти вперед. Халимгу дуралан, правильно же, да? Так же мы говорим. Поэтому все правильно, да. Все, вот. Да, этот момент, кстати, тоже у нас в группе тоже, естественно, заметили, писали, поэтому вот и девчонки написали. Не, ну правильно, это очень важный момент, да, для нас, для всех. Спасибо от нас тоже за такой поступок. Угу, хорошо. Так, хорошо, девочки, еще у кого-то вопрос будет? Так, я написала свой вопрос, но я могу его так лично сама... Значит, да, очень спросить. интересно. Спасибо, давайте послушаем. Так, вот вы упомянули нашего знаменитого композитора Петра Чонкушева. А вот с какими еще незаурядными личностями в вашей творческой жизни вам пришлось встретиться? О, спасибо, хороший вопрос. Значит, да, вот знаете, профессия журналиста, она позволяет, чем хороша, вот, позволяет общаться со многими людьми. Да, и у меня так получилось по жизни, что мне тоже довелось со многими людьми общаться, интересными, яркими. И они не обязательно вот именно такие, значит, знаменитые, да. Бывают и простые, просто люди простых профессий, но они тоже очень интересные, очень глубокие. Вот я, например, расскажу такой случай. Когда я делал, как пример, когда я делал фильм про Абасана Бадменовича Гордоюкова, мы, как я уже говорил, по всей России были, и, значит, в Калмыкии, конечно, много побывали в разных местах. И вот мы приехали в село Ергенинский, встретились там с Чабаном, бывший старший Чабан, значит, знаменитый наш старший Чабан, герой соцтруда, значит, Минкенов Гарри Агакович, слышали, может, такого. Значит, он ветеран Великой Отечественной войны и всю жизнь прожил там у себя на родине, в Ергенинском. Так вот, значит, мы с ним когда разговаривали, дома у него сидели про Абасана Бадменовича, ну так очень теплая встреча была у нас там, ну как сыновей своих там встретил, чай налил, кушали там, разговаривали, общались. И я ему задаю такой вопрос. Я говорю, а вот ты ему көйлміш кехте жаңғырта болжана танды, ені малын арды yoqты gene. Күнді бол хоғыға. Тере өгін келіне. Ода кені көйлміш кехте намды жаңғырта басы болға.
А меня көйлемеш кехті, чанды жаңғырта болха. Аддасын хүйені жаңғырта бешегене. Вот простое, да? Такая простая мысль, но очень глубокая, да? И для меня это был урок, очень хороший. Я получил от него прям сильнейший заряд и очень хороший такой урок на всю жизнь. И эта мысль меня вот поразила, и до сих пор я часто вспоминаю эту мысль. Простые вещи сказал. А я ему тоже как бы задал такой простой вопрос, да? Ну, тяжелый, наверное, труд вашего животновода, да? Ну, обычный вопрос, да? А он мне целую философию здесь сделал. На месте тоже. И потом еще один такой случай он рассказал. Говорит, я, говорит, то есть он хотел сказать ту же самую мысль, которую сказал Гёте, он повторил по-своему. Тоже, когда каждому свое, да? И вот тоже он сказал это другими своими словами. Да? Каждому свое. И вот каждый, когда своим делом занимается, это все нормально. И вот он говорит, такой случай был, говорит. Значит, когда дети подросли, стал вопрос, что надо переезжать в Элисту, учиться, да, и так далее. И он, говорит, обратился к Басану Бадминовичу Гордовикову. Говорит, Басан Бадминович, я ухтел-то Элистурьевна, поеду туда жить, в Элисте. Они очень тесно общались, Басан Бадминович часто у него бывал. И он, Басан Бадминович, Халимгар Кельдина, Басан Бадминович Нанды Тига Келюгина. Горя, чен селенасы еужет хлад, чамагы дахат талдан устугар еужет хлад. И күн үлчко энтана селен таржет хлад. И битыга дюльдугина. Он остался, и село, слава богу, Эргенец, как мы были, все цветет, все здорово, все нормально, хорошо. И там при его жизни уже проводили постоянно футбольные турниры в его честь и до сих пор проводят после него. А Горя Гакович Минкенов, он легендарная личность, скромный человек, простой, да, человек простого труда, скажем, Чабан, да, но легендарная личность. Он калмык, вот этот наш Горя Гакович Минкенов, он от имени всего нашего калмыцкого народа отблагодарил Александра Сергеевича Пушкина, его память, знаете как? Во время войны он, значит, воевал в разных, он был и пулеметчиком, и еще где-то, потом после ранения был сапером. И вот он как сапер разминировал могилу Александра Сергеевича Пушкина в Михайловской. Немцы во время войны как заминировали. И Монакюн, как сапер, он был старший сержант, по-моему, тогда, разминировал и написал на табличку «Мин нет, запятая, сержант, старший сержант Минкенов». И это, за это ему Псковский обком партии наградил его почетной грамотой потом уже. Вот такой человек. Ну, мы знаем же, кто Пушкин, что такое Пушкин для нас, да, для калмыков, и кто такой. Прощай, любезная калмычка, чуть-чуть назло моих затей, меня похвальная привычка не увлекла среди степей, вслед за кибиткою твоей. И много чего он написал про калмыков. И вот Горя Гакович, я считаю, что вот он отблагодарил от имени всего калмыцкого народа и от имени и за наших калмычек, которому Пушкин посвятил стихотворение, а он больше никому, по-моему, не посвятил такое стихотворение. Вот только есть калмычки, нету там русской, или там еврейки, или там грузинки, такой нет стихотворения. Только нашей калмычке он написал стихотворение специально, калмычке, все прекрасно знают. То есть это очень так интересно, не просто все. Вот это, видимо, говорит о какой-то, вот, мне кажется, вот, непростой миссии нашего народа на этой земле. Так что вот так, если говорить о людях. А так вообще, конечно, со многими общался, вот, о многих написал, даже так получилось, что написал вот некоторые книги, публицистику, как автор-составитель, о тех людях, с которыми я общался, я лично не общался, но которых я знал с детства, как и все мы, наше поколение, читал книги, вот, например, Мархаджи Бамбаевич Нармаев, или же народный писатель, доктор сельскохозяйственных наук, или же, допустим, Анджей Дневич Тачиев, значит, народный писатель Калмыкии, или же академик Перемучка Чередниев, с ним я, правда, дружил, хорошо общался, да. И некоторые другие, Немяха Райна Каваева, вдова Анджура Пербеева, которая вот 10 лет просидела как жена врага народа в сталинских лагерях, не сломалась, вот, долго жила, вот с ней мы очень много общались тоже, да. И, значит, таких людей много, и строители были, вот, спортсмены,
ну, понятно, творческие работники, научные работники, сельские там жители. И таких случаев было очень много общения. И, конечно же, каждый человек по-своему уникален, и каждый человек вот остался в памяти в какой-то степени, я думаю, как учитель. Да. Вот когда с человеком общаешься, очень важно же, ценно то, что ты получаешь новые знания, какие-то новые впечатления. И в этом смысле вот каждый человек, который встречается на пути, это всегда как бы источник какой-то информации, которой ты не владеешь, и в этом плане он твой учитель. И вот общение обогащает, конечно, прежде всего. И не зря вот говорю, и здесь известная фраза, Экзюпери, по-моему, сказал, что самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения. Поэтому вот мы с вами сейчас общаемся, это тоже для меня опыт, это для меня тоже новое впечатление. Я очень рад, да, что я с вами общаюсь. Хотел бы сказать, пользуясь случаем, тоже вот, здесь у меня такая работа, может быть, она тоже вас заинтересует. Я написал книгу, она нигде не печаталась еще. Вообще у меня книг личного характера, таких творческих, художественных не было. Ну, они есть, но не печатались в силу разных причин. И вот есть одна такая книга, называется «Бодынг». Я, наверное, ее переделаю название, назову не Бодынг. Бодынг — это значит вепрь, да? Кабан дикий, который вот, один из образов калмыцких богатырей. Я написал, эту книгу назвал Бодынг, а в скобках, значит, расшифровка «Калмыки в фольклоре народов Евразии». Вот мне удалось впервые в истории нашей калмыцкой науки вот такие сведения собрать, проанализировать и проанализировать калмыцкую тему в фольклоре многих-многих народов. И Европы, и Азии. И это, я, насколько знаю, единственный случай вообще в мировой практике, когда один народ отражен в фольклоре, значит, континентов, да? Это, значит, и Европы, и Азии. Вот именно Халимгут, Калмыкия. Потому что там есть вот такие главы, например, ну там несколько глав, 8 что ли, 9 глав. Калмыки в узбекском эпосе Алпамыш, калмыки в казахских эпосах, калмыки, значит, в киргизском эпосе Манас, калмыки, значит, в каракалпакских эпосах Маспашча, 40 девушек, калмыки, например, в хакасском фольклоре, есть такое тоже, калмыки в башкирском фольклоре, калмыки в кавказском фольклоре и так далее. Это огромная тема. И даже вот такой народ, как русский, допустим, он не нашел такого отражения в фольклоре вот, Евразии. Видимо, там совпало с периодом по времени, вот где, когда активно формировалась такая фольклорная, фольклор, когда активно формировался на территории этой, там, видимо, вот как раз калмыки господствовали. И в Центральной Азии Джунгарское ханство, и, значит, здесь на Волге Калмыцкое ханство. И таким образом вошли в фольклор. Это большая-большая тема. Но я что-то прохожу к такой мысли, я все-таки переназову эту, значит, эту книгу, эту монографию. Хочу назвать не Бодынг, а Арслынг. Потому что Арслынг — это тоже символ калмыцкого богатыря. Это не потому, что меня зовут так Арслынг, может, совпадение просто чисто. А Арслынг — это символ калмыцкого богатыря, который Джангар есть. И он все-таки, согласитесь, он же выглядит лучше, чем кабан, да? Лев для нашего народа, да? Образ нашего калмыцкого богатыря. Арслынг, лев. И у меня есть такая идея, значит, у нас в Элисте поставить памятник льву. Лев — это памятник нашему калмыцкому народу, айрат калмыцкому народу. Это народ-воин. Вся история нашего калмыцкого народа — это история, к сожалению, воин в основном. Очень много. Начиная с чингисхановской эпохи и даже до этого, и вплоть до последнего, когда Великая Отечественная война была, все равно выходили национальные дивизии, полки наши были. Полки дивизии. Поэтому и в гражданскую войну то же самое было. И поэтому, вот, к сожалению, то, что вот у нас численность народа все-таки такая небольшая, вот повлияла вот история военная наша. Много-много было потерь. Войны — это не только геройство, а в первую очередь это все равно смерти, это зло, это страдания. И поэтому но мы должны все равно историю знать, делать какие-то выводы. Да. То есть эта тема большая, если мы говорить о людях, с которыми я общался или на протяжении длительного времени. Это очень большой разговор. И вот я недавно сделал пост
тоже вот можете, если кто-то смотрит, заходит вот на Фейсбуке. Я недавно сделал пост про некоторых наших калмыцких героев. Вот как 23 февраля было, и там очень большая тема, но эту тему я постоянно веду. Вот, например, ну тоже как информация. Когда вы сами прекрасно знаете, что когда выслали наш народ 28 декабря, то потом еще вдогонку с фронта сняли несколько тысяч солдат, отправили Шароклаб, других офицеров отправили с фронта вообще в тыл. Но тем не менее многие остались еще и продолжали воевать, там несколько тысяч человек. И, значит, в Германии вот 3 калмыка стали героями Советского Союза за бои в Германии. Это Басан Бадминович Гордовиков, который первым штурмом преодолел, значит, Германию, границу с Германией, Восточной Пруссией. Это Бембя Хичиев и Владимир Миргасов. Да. Вот эти 3 человека, несмотря на то, что они везде числились как калмыки, писались, но дали героев, потому что они героически воевали. Или, скажем, был такой у нас и остался народный памятник, герой Батыр Басангов. Он был директор кинотеатра «Родина», старшее, наверное, поколение помнит его. И вот он совершил подвиг. Я об этом написал, что Джангаре вот у нас один из ярких моментов, когда богатырь себя проявляет, подвиг богатырский, когда он приходит как переговорщик в стан врага, а потом Гацат выходит и знамя срывает вражеское, рвет на куски, ложит в карман себе, и получается тоже вот такой совершает один из подвигов. И вот Батыр Басангов, вот он как раз во время войны совершил тоже подвиг, один из тех наших немногих земляков, и вообще в истории войны таких мало было случаев, когда вот он ворвался, значит, в штаб полка СС и знамя полка, значит, эсэсовского забрал. Тоже как бы повторил подвиг богатыря Джангара. Вот жизнь пересекается, да? Вот. Пересекается как бы вот история реальная и, скажем, эпос Джангар, там, творение народное, да? Или, скажем, вот, допустим, тоже я пост недавно сделал, 23 февраля, что из одной семьи, когда выходили 2 героя Советского Союза, это редкий случай во всем СССР. А у нас в Калмыкии есть 2 такие семьи. Это семья Деликовых, значит, Эрдни Деликов, его брат двоюродный Эренцем Бадмаев, у них в семье сиротой был, воспитывался. В общем, из одной семьи вышли 2 героя Советского Союза и генерала Гордовикова тоже из одной семьи. Таких случаев очень мало в России, в СССР. А то, что из одной семьи вышли 2 генерала-героя Советского Союза, это вообще, наверное, уникальный случай. Но это мы говорим про 23 февраля, там много о чем можно вспомнить. А вот мы уже говорим про 8 марта, вот завтра будет, да, этот праздник. Я написал некоторые посты про наших уже красавиц, про наших калмычек талантливых, про Валентину Васильевну Хулхачи. Вот я написал, вот тоже человек, которым мне посчастливилось встретиться как, значит, журналисту сначала, а потом мы стали больше общаться уже как чисто по-человечески. Валентина Васильевна Хулхачиева, многие, наверное, знаете, она единственная, ну, практически у нас была декламатор, чтец поэзии. Вот она читала часто, единственный человек, многие годы читала поэзию Джангара Насунова, когда он был как бы под запретом, да, или полузапретом. Она всегда его стихи читала, любила его творчество. И она первая же, значит, организовала у нас в Элисте вечер памяти Джангара Насунова, как только стало возможным, это в начале 90-х годов. И она меня попросила быть ведущим этого вечера. Я там был. Там, я помню, Алексей Гучинович Балакаев был, там другие приходили известные люди. Вот такое дело. К сожалению, она вот ушла из жизни в прошлом году, Валентина Васильевна. А в честь вот 8 марта и 13 марта будет День калмыцкой поэзии. И вот я опубликовал о ней пост, и многие люди вот подписались, пишут о ней хорошие слова. Значит, опубликовал пост тоже к 8 марта о Булгун Бирчине Манджураковой. Я с ней тоже общался, снимал ее, вот фильм про Гордовикова она рассказывала. И вообще, да, так мы тоже общались по другим темам. Булгун Бирчина, слава богу, еще жива, уже Ергарсон, за 90 лет уже, 27-го года. И тоже знаменитая калмычка, талантливая, много лет работала в Тюльпане. И целая за ней стоит эпоха исполнительского музыкального мастерства.
на многих сценических площадках выступала. Я написал «Самая лучшая дамбристка мира». Вот так. Наша Булгун Манжуракова. Написал пост тоже вот про наших красавиц, певиц современных. Вот я про 4 написал. Просто их много, конечно, но просто я выбрал таких, которых я знаю. И как бы они у нас на слуху. Вот я написал, коротко прочитаю вам, он короткий, собственно. Пост. Наши народные и заслуженные, талантливые и блистательные, красивые и очаровательные, степные наши соловьи и жаворонки, всеми любимые и всюду уважаемые певицы Татьяна Чиктеева, Данара Шалханова, Эрвена Аргаева, Диана Басхамджиева. Каждая из вас наше национальное достояние. Живите долго и счастливо. Дарите еще много-много лет всем нам, вашим преданным поклонникам и поклонницам, волшебные гимны любви, красоты и гармонии, свои прекрасные песни. Вот наста батки штабол, таднига дереса ау эйчнерин сякюсит, он дедес хайлджи халадиотха. Поздравляю вас с наступающим Международным женским днем 8 марта. Да здравствует женщина, которая поет. Я прочитал это всем вам. Я вас тоже всех поздравляю вот именно этими словами. Я думаю, никто против не будет. Каждая женщина имеет право получать такие слова в свой адрес в канун 8 марта. И я от имени себя лично, и от имени наших всех мужчин еще раз поздравляю наших красавиц. Вот что я хочу сказать. Хотите, могу. Валя, или кто там у нас командует парадом? Я им еще прочитал, написал такие стихи, я вам сейчас прочитаю. Можно, это мои стихи. Вот как раз вам тоже конечно, всем подарок. Я как раз вам всем подарок, нашим калмычкам за рубежом. Это мои стихи написаны были давно, в 92 году, но тем не менее, я думаю, они не устарели. Сяхляды, первое стихотворение. Сяхля, халимык сяхля, серглин тингыр йовы, сийкі угагигат, сеткілерін бичазовы. Мөңгін керікта сағыла, мөрсі мені таслы, алтын керікта сағыла, арсым шууча давы. Долан бұрқына дұры, домбыран соқадоқы, дұрын геже санықла, дуған дуыла дөгі, көлгін уға сағыла, көләрін ішқа дерхыл. Көлюга болхла, көлюрячик дерхыл. И второе стихотворение, калмычки называется, это как Александр Сергеевич Пушкин. Пример взял с него. Во все века поэты всех народов слагали песни женщинам своим, и потому я, сын степного рода, пою калмычке благодарный гимн. Быть может, это будет робкий лепет того, кто от любви навеки пьян, внушаешь ты волнение и трепет, мой самый восхитительный тюльпан. Когда и грусть проходят стороною, твой гордо лик, подчеркивая лишь, своей красой поспоришь ты с весною, своей улыбкой солнце ты затмишь, твой нежный взгляд мне лучшая награда, огонь и воду я пройти готов, чтоб только раз я большего не надо мог прочитать в глазах твоих любовь. Вот такое поздравление. Не только нашим этим 4 красавицам, а всем нашим калмычкам, красавицам, в том числе калмычкам за рубежом. А здесь столько комментариев пошло, да? Вспомнили многих этих красавиц, других артисток. Позвольте, одна пишет, позвольте дополнить несравненная Елена Каджиева, обворожительная Татьяна Бузылева, великолепная Анна Ачкаева, удивительная Амуланга Адзидова, прекрасная Светлана Катаева. Вот так дополняет. В общем, пошло дальше уже здесь творение тоже, да. Так что вот такое хорошее настроение у нас в Элисте сегодня. Хорошо, это спасибо. По всему миру, да. Ага. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Я не знаю, девочки, если у кого-то что-то еще есть, или на такой хорошей ноте заканчиваем. Если у кого-то еще вопросы есть. Ну, Арслан Бамбаевич, хотелось бы еще раз вас поблагодарить. Это Полина Шарапова говорит за такую прекрасную встречу. И слушая вас, я, конечно, своего дядю Нарану Ивановича вспоминала, что у вас такой вот одинаковый подход к жизни, такой широкий взгляд на все, такое любопытство, которое вам дает новые силы в вашем творчестве, в ваших всяких начинаниях. Мы вам желаем всяческих благ и будем всегда с радостью следить за вашим творчеством. И как бы благодаря тому, что у нас вот и Валечка с нами, я думаю, что она нас будет информировать о том, какие у вас новые будут работы, новые
творческие планы ваши. Поэтому мы как бы всегда здесь, мы стараемся быть в курсе всего, что происходит в нашей республике, потому что, как вы правильно сказали, то, что мы живем где-то, это не значит, что мы оторвались душой, допустим. Мы всегда как бы тоже присутствуем и в наших семьях, и с друзьями, и для нас вот такие встречи, как глоток свежего воздуха, скажем так. Поэтому огромное вам спасибо, и мы бы еще вас послушали, и песню какую-нибудь, и стихи, потому что действительно это такой день, праздник, да. Спасибо большое. Давайте тогда так, вот эту нашу встречу, я думаю, первую, но не последнюю, завершим нашей любимой песней, о которой я уже говорил, и споем вместе, хорошо? Называется... Ну, лучше вы пойте, а мы будем... Ну, да, у нас тут, правда, певицы есть, да, тут вот Света, смотрю, и да, и как бы... Поем все вместе, другие девочки, хорошо? Давайте, да, пойте. Может, без музыки? Сагана, да. Без музыки лучше, говорю. Без музыки лучше. Да. Нам стало Вот такое музыкальное поздравление завершения нашего общения. Спасибо вам большое. Спасибо, Ханджанавид. Спасибо большое. Спасибо всем, кто пришел, девочки. Спасибо наступающим праздником, девочки. И завтра утром, смотрите, у нас виртуальный завтрак в постель от наших мужей. Всем поздравления. У нас тут мы тут еще все занимаемся творчеством. Поэтому... Спасибо большое всем. Спасибо. 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 Спасибо за поздравления. Спасибо. Привет из солнечной Калмыкии. Да. До свидания. Ага, до свидания. До свидания. Спасибо всем. Как отключаться, ничего не получается.